лично для меня это был новый опыт, я не так искушен в этих делах, и мне очень понравилось, потому что, во-первых, место такое, это пространство искусства жить, во-вторых, люди здесь такие, знаете, как намоленные, скажем так, да, то есть люди приходят не случайно, они приходят именно поучаствовать в разговоре, они приходят узнать что-то, они смотрят на тебя и понимают, что сейчас они что-то узнают новое. Поэтому это как вот артисты обычно говорят, отдача такая есть от зала, вот я сегодня это чувствовал. Если бы я говорил со стеной, мне было бы куда сложнее, конечно. Это был мой дебют, в общем, честно говоря, поэтому мне все очень понравилось. Я могу еще говорить много о чем и много сколько часов, но, к сожалению, пока не позволяю. Недавно я начала вести курс зарубежной литературы, опять же, и Александр Дюма, что он был связан с Казанью. Надо сказать, что вроде бы когда-то мы что-то проходили, конечно, Дюма и биографию, но у меня каких сведений не было. И достаточно подробно мне понравилось, что изыскания эти произведены быстро журналистом, но и действительно он проникся атмосферой и смог передать эмоции и характер Дюма. То есть Дюма предстает не как человек с обложки, как ходячая какая-то схема нарисована, а как человек со своими слабостями, радостями, горестями. И вот очень живо сам рассказ происходил. Ну и, конечно, мероприятие подобного формата меня очень сильно вдохновляет. Я как филолог могу сказать, что, к сожалению, я не знала того, что вот Александр Дюма был когда-то в Казани, поэтому все час 15 для меня пролетели как 5 минут. Получила огромнейшее удовольствие и очень много интересной информации. На самом деле очень много узнала не только о нашем великом писателе Дюма, но также о том, что в Казани была интересная жизнь в это время, то есть что его сопровождали постоянно, что ему дарили подарки, в каких интересных местах он побывал, то есть какие легенды создавались в это время о Казани, что он писал о Казани, что это не всегда соответствовало действительности. Это было очень интересно узнать. Даже о том, что какие-то были интересные астрономические явления в это время. Об этом я тоже не знала, что когда он приезжал в Казань, комета, к сожалению, не забыла ее название, но она была... Комета Дюма. Да, она блистала в это время, то есть она была самая яркая в это время, когда он был именно в Казани. Прекрасное место. Я первый раз у вас в этом месте на лектории. Но Любимов это просто, мне кажется, это достояние Казани. Всем нужно знать его. И нужно приходить на лекции обязательно.